А ну-ка, давайте, мужики, встаньте, да, возьмите там вилы в руки. Женщина лучше снайпер. Фоновый такой проигрыш успешным женщинам. Я же мать, дает право на все. Женщина у нас очень часто бывает затрогана. Для того, чтобы мужчины зазвучали, женщина должна сказать: окей, я принимаю твою слабость. Трансформация, она всегда тихая, незаметная. Мы должны этих мальчиков отдать на воспитание папам. Крымские татары 25-30 лет не торопятся создавать семьи, предпочитают заниматься саморазвитием. Это еще не тенденция, но уже звоночек, который мы зафиксировали в наших с моими коллегами исследованиях и которыми уже не раз делились в проекте Миркес Плюс. Более того, есть еще одна тенденция, которую мы проговаривали, и это тенденция про то, что крымские татары предпочитают большую часть своего времени отдавать саморазвитию. То есть получить образование и двигаться в этом направлении, то есть раскрывать себя в выбранном направлении. Параллельно с этими двумя тенденциями мы наблюдаем еще одно. Крымско-татарская молодежь, и не только молодежь, полагает, что женщина является носителем культурных кодов крымских татар. Почему же молодежь не торопится создавать семьи, становиться родителями и как проживают материнство крымско-татарские женщины? Об этом мы сегодня говорим с моими прекрасными гостями, давно знакомыми для вам Ленурой Ханум Ингулатовой и Лили Ханум Османовой. Хош келдіңіз. Да, я рада вас приветствовать хоть и в этот пасмурный день, но тем не менее, я надеюсь, что наш разговор получится позитивным. Ленур Ханум, если женщина носительница культурных кодов крымских татар, а материнство, канал их передачи, то как чувствует себя и что переживает, насколько защищена женщина, которая выбрала не материнство, а путь саморазвития? То есть является ли она уже нарушительницей традиций и такого общественного договора, который есть у нас в обществе? Вы вот правильно сказали, общественный договор. Угу. Я очень люблю, когда употребляют в социологии, в психологии, в философии юридическую терминологию. Да, потому что, чтобы разобраться, там много не надо. Что такое договор? Угу. Это соглашение двух и более лиц по поводу установления каких-либо обязательств и прав по изменению, прекращению действий или событий. Вы хотите сказать, кто подписывал этот договор? Нет, никто подписывал. Он может быть и устным, и может быть письменным, конечно. Я условно, да. Да, переносимся в общественные рамки, договор, да, еще раз, это соглашение двух и более лиц. Угу. А кто вторая сторона, да? То есть вот есть женщина. А кто выступает вот этим общественной второй стороной? Угу. И не надо забывать, что в договоре у нас есть не только права, но и обязанности. И эти обязанности возлагаются на обе стороны в договоре. Вот какая вторая сторона и кто выполняет права и обязанности со второй стороны? Если у женщины мы возлагаем передачу культурного кода через материнство, а вторая сторона – общество. Какую она несет ответственность перед этой женщиной. Мы не можем сказать, что это должна быть односторонняя какая-то сделка, да, где женщина исключительно выступает одной стороной в договоре. Ну да, у нас есть односторонние сделки. Это сделка дарственная, да, или же это завещание. Но извините, я одна участвую. Вот, пожалуйста, берите вот то, что от меня осталось, как говорится, дареному коню уже в зубы не глядят. И поэтому здесь, если мы говорим об общественном договоре, то вторая сторона тоже должна выступать и тоже должна нести ответственность определенную. Ханум, что у нас со второй стороны? У нас все больше и больше молодых крымских татарок, они выбирают путь саморазвития. Что происходит, откладывая материнство на потом? Что происходит внутри этой женщины, когда есть часики тикают, и будьте добры, да, выполните свою часть общественного договора. А что переживает женщина, девушка, которая выбрала себе другой путь? Я думаю, что внутри нее есть достаточно такой серьезный внутренний конфликт, потому что давление общества, оно сильное. И хотя, казалось бы, саморазвитие, я согласна, да, это на самом деле достаточно обыденный процесс на сегодняшний день, потому что если мы посмотрим на теории, например, тоже теорию Маслоу с его пирамидой, да, наши базовые потребности закрыты. То есть нам не нужно больше выживать. Если крымские татары сегодня занимают эту стратегию выживания, то это уже будет регресс, да, то мы уже будем скатываться назад, и этого допускать уже ни в коем случае нельзя. Сейчас у нас эпоха возрождения, какая-то новые пути, да, новые возможности,
возможностей, и грех ими не воспользоваться. И вот женщины, увидев, что выживать больше не нужно, да, и можно как бы заняться тем же саморазвитием, а потребность это есть, и возможности к этому у нее тоже есть, то есть потенциал, да, почему бы к этому не прийти. Но мы же женщины. Если вот к предыдущему вопросу возвращаться, почему вообще так произошло, я бы так далеко там на 200 лет не смотрела, посмотрела элементарно Великая Отечественная война, последующая депортация, да, что случилось с мужчинами. То есть с кем нужно было в тот период подписывать договор? Не было этой второй стороны, не было. И женщина взяла это все на себя и потащила. И тогда это была необходимость, и тогда это было оправдано. На сегодняшний день я согласна, как бы мы живем, ну, в безопасности, вот, и поэтому мужчины могут уже активно включаться, и на самом деле они-то и включаются. Другой момент, что мы же по инерции еще очень часто идем, и разрешаем ли мы им включаться, настолько ли мы сами готовы включить их там в процессы воспитания, в процессы там брать ответственность и нести там, да, То есть проблема в нас? Проблема не в нас. Я вообще не сторонник поиска виноватой стороны. Я сторонник разобрать проблему, увидеть, что не стыкуется, да, и вот из этого уже строить план, как это все проходить дальше. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, если мы будем говорить про то, что женщина испытывает вот этот внутренний конфликт и давление общества, в любом случае это такой временный этап, потому что все больше и больше мужчин подключается, больше уже семей, в которых мужчина понимает, что да, женщина может быть и матерью на самом-то деле. Почему мы как-то взаимоисключаем эти два состояние. То есть я могу быть матерью, я могу заниматься саморазвитием, я могу получать образование, я могу работать, и ничто мне не мешает. Вот какое-то ограниченное мышление, в котором мы застряли, оно не дает нам посмотреть в целом на то, что сегодня происходит в жизни женщин, семей, там, да, как вот на то, что это может функционировать по-другому. Знаете, когда мы собирали данные с нашими респондентами и проводили беседы, ну, скажу честно, в основном это девушки, да, 25-30 лет говорили о том, что откладывают материнство, откладывают семейную жизнь на потом, дабы самореализоваться в разных, причем абсолютно сферах, ровно потому, что боялись, что не вытянут, да, вот одновременно и эти процессы, да, там саморазвития, и все то, что потом ляжет на ее плечи, связанное с семьей и материнством. Ровно потому, что нет традиции включения в семью, включения в эти процессы мужчины. Нет, ну, скажем так, внутренних правил и такого, знаете, легитимизации, скажем так, участия мужчины в абсолютно домашних делах. То есть не все, давайте будем откровенны, не все мужчины принимают участие в каких-то домашних бытовых вопросах. Да? То есть обычно их функции заканчиваются на стройке и зарабатывании. И на этом как бы приехали. Число мужчин, которые готовы приготовить ужин, там, завтрак, где-то заменить в бытовых вопросах, ну, очень и очень мало это число. Вот ровно поэтому наши респондентки говорили о том, что нет, мы сначала вот здесь закроем свой гештальт, а потом уже будем думать, когда вот появится какой-то статус и имя профессиональное, либо в какой-то иной деятельности, тогда мы и займемся. Мы же часто живем в иллюзии. Это как в семье. Вот есть семья, есть какой-то конфликт. Вот смотрит супруга на проблемы, которые есть в ее семье, и кажется, что все тупик. Ее муж ничего не понимает, он такой секой, да. А мужчина со своей стороны делает то же самое. Почему? Потому что мы не умеем пользоваться тем инструментом, которым нас наделил Всевышний. Да? Это род. Просто говорить через рот. Я постоянно это повторяю. Это на самом деле самый мощный инструмент, который можно использовать. Мы, опять же, боимся быть отвергнутыми, быть непринятыми, непонятыми. И да, это проблема, мы ее не отрицаем. Но давайте, если мы будем всегда отстраняться и всегда избегать этих конфликтов, когда наше общество будет меняться? Кто-то на самом деле должен быть первопроходцем. Кто-то должен, возможно, пойти поработать сам с собой, да, со своей устойчивостью, найти смыслы той деятельности, которую они ведут. И если я понимаю, для чего я это делаю, у меня достаточно устойчивая там внутренняя система, да, и я понимаю смысл, я могу заглянуть вперед в будущее и посмотреть, какие плоды это принесет, тогда, наверное, я смогу аргументировать своему мужчине, почему я это делаю. А у нас есть такая иллюзия, что мужчины как будто бы не догоняют. Есть отдельная тема, что этих же мужчин воспитали мы, женщины,
а мы воспитывали их по-своему, не было мужского участия, не было мужского введения этого мужчины в социум, да, и всего того, что должен передать отец, а мать как бы это делала по-своему. Более того, мать это делала достаточно жестко, просто потому что, ну, я всегда говорю о том, что раньше женщинам было не до эмоций, не до каких-то объяснений. То есть вот я так сказала, все, и не мешай. Мальчики должны были быть очень послушными, и они должны были быть в подчинении женщины. И сейчас, когда мы выходим и говорим, а ну-ка давайте, мужики, встаньте, да, возьмите там вилы в руки. Так подождите, а кто их воспитал? Давайте тогда мы начнем как бы обоюдно менять свое отношение оба пола. Сейчас бы до обоих дошли. Оба пола, да, и тогда, мне кажется, это будет честно, это будет справедливо. Мы снижаем градус требований в отношении к женщине, и мы снижаем градус требований в отношении к мужчине. Мы должны понимать, почему мы ведем себя именно так. И если мы это понимаем, тогда, мне кажется, решать этот конфликт станет гораздо проще. Пока наши мальчики и девочки дети, мы их возим по кружкам, танцевальным кружкам, секциям, различным спортивным и не только. И, в общем-то, эта тенденция одинакова для всех, и для мальчиков, и для девочек. Но наступает взросление, и происходит вот этот вот, расходятся наши дети на этом перекрестке. Да? Девочки так и продолжают ходить по репетиторам, по кружкам, сдают ЕГЭ. А мальчишек я очень часто замечаю в тренажерных залах, компьютерных клубах, либо они после колледжа становятся вот теми самыми темщиками на заправках. Да? А не кажется ли вам, что вот этот вот как раз вот этот перекресток случается в этот момент, да, когда девочки и мальчики расходятся, и получается, что девочки у нас учатся карьере, а мальчики у нас на практике все время. Вот, девочки изучают язык карьеры, а мальчишки оказываются, ну, такие специалистами в сфере выживания. Нет такого ощущения? Ну, мы расходимся не здесь. Мы на самом деле расходимся именно в моменте воспитания этих детей взрослыми. Это мы сейчас уже видим просто как бы результаты, да, последствия того, как раньше нас воспитывали, как еще мы, возможно, где-то своих детей воспитываем. У нас есть такое видение, что девочки должны быть послушными. И девочек всегда держат, таких стараются, в ежовых рукавицах, потому что ее готовят к замужней жизни, она честь семьи. И эту честь обязательно нужно соблюдать, да, и блюсти. И вот когда девочка заканчивает школу, первое, что делают родители, это куда бы ее пристроить, да, чтобы не гуляла, чтобы никакой мыслишки даже в голове не успела закрасться. Поэтому девочку отправляют учиться. А к мальчикам есть одно единственное требование – быть мужчиной. При этом никто же не рассказывает им, как это быть. И поэтому мальчик не учится, ну это же мальчик, ничего страшного. Да, есть вроде бы как бы какая-то общая картинка, что ты должен жениться, ты должен там зарабатывать деньги, содержать семью. Но и это тоже мы не соблюдаем, потому что мы продолжаем содержать финансово эту молодую семью, которая образовалась. И получается так, что вроде бы как бы расходятся, да, мальчики и девочки, но суть вот этой ценностной ориентации, она все равно остается одинаковой. Понимаете, это вот такая вот игра, в которой играют люди под названием «Вот так вот сформируй семью». Это старая изжитая уже система, которая потихоньку начинает разрушаться. И разрушаться она начинает сегодня как раз в том моменте, когда девочки, получив с одной стороны, ну как бы такую себе травматизацию в виде послушной, с другой стороны, получили огромный бонус в виде навыка обучаться и бесстрашие вот к этому образованию. И когда в наше время мы все нацелены на образование, и девочки видят возможности, да, как бы открытый такой коридор для себя, они начинают облекать вот эту свою как бы привычку учиться в смысл. И обретая смысл образования, мы видим вот это движение женщин, которые добиваются успехов, которые движутся вперед. А мальчики, из-за того, что у них ориентира-то не было, они должны были как-то плыть по течению. Никто ничего не объяснял и не говорил. Поэтому, ну, вроде бы мы понимаем, я должен быть мужественный. А как это мужественный? Ну, наверное, сильный, пошел в качалку. Я должен обеспечивать семью. Ну, пошел, поискал работу. А дальше вот это напряжение и вот это вот фоновый такой проигрыш успешным женщинам,
он толкает мужчину на то, чтобы хоть как-то получить расслабление, и поэтому мы идем зависать еще в компьютерный клуб, где, я уровни прохожу, я бонусы зарабатываю, я такой вот, я могу, и плюс компьютерная игра, это же уход от реальности, да, это возможность снять напряжение. Поэтому мы разошлись не в том, как мальчики с девочками разошлись, а в том, как их воспитывали, и как еще сегодня продолжают воспитывать, от чего уже пора уходить. У вас такое же ощущение? Знаете, мы сейчас поднимаем вопросы в контексте культуры, воспитания, психологии, а вот упускаем немножечко такой вот элементарный момент, исключительно физиология, биология человека, да, если мы откроем, допустим, тоже учебник за 9 класс, мы видим, что все-таки мальчики и девочки, они отличны не только психологически, но и очень сильно физиологически, на гормональном плане. Особенно эти дофаминово-адреналиновые качели ежемесячные, это, конечно, То еще выживание. Удовольствие, да? Да, вы знаете, недавно вот я прочитала книгу Алексей Потапов «История снайпера». Человек с огромным военным опытом, он сейчас, если не ошибаюсь, является консультантом по антитеррористической деятельности, выпускает много информации, много пособий по стрелковому военному оружию. И вот что он указал в этой книге, мне очень понравилось, и это можно экстраполировать на любую ситуацию жизненную, в том числе на предпринимательство. Он говорит, что женщина лучше снайпер. И не потому, что женщина там меньше курит, не пьет, а именно психофизиологически женщина лучше снайпер, чем мужчина. Женщина лучше может мимикрировать в экстремальной ситуации. А женщина, она больше приспособлена к этой экстремальной ситуации. Она никогда не истерит на поле боя, когда происходят военные действия. Она все очень четко выполняет, аккуратист в военном задании. И что мне самое понравилось, он указал, что почему женщина лучше? Потому что она выполняет работу свою четко, согласно инструкции. И на поле боя она всегда собрана, а при ранении, вот прям так и написано, она больше живучая, выживаемость высокая. Поэтому, в принципе, в предпринимательстве женщина, это же тоже своего рода поле боя, да? То есть где-то мы должны оформить кредит, где-то мы должны открыть ИП, счета, конкуренты наступают, повышается льготная ставка, повышается налоговая ставка, еще какие-то проблемы. То есть это своего рода поле боя интеллектуальное. И женщина, ей вот присуща природа, что психофизиологически, что она может скооперироваться, сорганизоваться в экстремальной ситуации. Это не говорит о том, что девочки постоянно учатся, потому что они должны быть такими цветочками. Нет, это все заложено в нас. И плюс еще наши гормоны, которые ежемесячно нам дают встряску организма. И я согласна, допустим, с тем же хороший биолог Роберт Сапольский, который говорит, что вот мы всегда стоим, философы говорят, мы всегда стоим перед выбором. Слушайте, выпить стакан воды – это не выбор. Это не истина, это ваши просто потребности человека. Хочу предложить вам послушать 4 музыкальных трека, и вы потом поделитесь своим впечатлением, про что они. Еще один трек. Позволять потерять, по-матерински оберегать. Не делает больше, чем он может быть. В выражениях осторожными, долго умеем терпеть по любви. Но если наступит предел, то близкий. Третий трек. И четвертый трек.
все эти песни написаны в разных географических точках и представителями абсолютно разных культур. Это и Европа, это и Россия, это и Казахстан, и Крым. Да? О чем говорит этот женский хор, по вашему мнению? О чем сигнализируют женщины по всему земному шару? О чем они, по сути, кричат? Возникла тема с локдауна, ковида, я это уже неоднократно говорила у вас на передачах, потому что именно ковид и последующая самоизоляция, локдаун, вот эти вот месяцы, оно выявило очень большой всплеск домашнего насилия. Об этом даже говорили с трибун ООН, что именно, цитирую, ужасающий объем домашнего насилия, потому что все оказались дома, заперты. Если раньше такие пары, муж с женой, они как-то были на работе, занимались каждым своим, приходили по вечерам, то здесь уже сконцентрированы были они в течение 24 часов на 7 в одном пространстве. И если смотреть в статистику, то сумасшедшая статистика, она поднялась, если в Германии на 20% увеличилось домашнее насилие именно вот в локдаун, а в Испании, в Италии до 700% были сообщения. Это очень много, это большие суммы. И вот в 2020 году поднялась эта тема. Уже начали говорить об этом с трибун международных организаций. И на сегодняшний день та волна феминизма, которая защищает права женщин, она говорит о том, что надо защищать именно физическое состояние женщины. То есть феминизм, он не будет лезть в ваши социальные сети и смотреть, какие вкладки у вас сохранены. Феминизм не лезет кому-то там в постель, не диктует о том, кому как жить. Феминизм на сегодня, он настроен на то, чтобы оградить женщину от физического насилия, как в семье, так, в принципе, и на работе, от приставаний всякие, да, харассменты. Это просто элементарно свободно передвигаться ночью, не боясь быть жертвой насильственных каких-то действий. И поэтому вот тема, которая сейчас поднимается, если мы так посмотрим по тем регионам, которые вы представили в виде клипов, то есть это Казахстан, где это было салтанат, да, очень серьезное уголовное дело. Да. И вот на основе этой ситуации был принят закон о салтанат, который уже в Казахстане велась защита права женщин на законодательном уровне. На сегодняшний день в России отсутствует какая-либо база по защите женщин от домашнего насилия. То есть это, по-моему, вторая страна в Европе, скажем так, где отсутствует законодательство о противодействии, противоборству домашнему насилию, абьюзу. Именно то, что касаемо физических каких-то, да, это сексуализированное насилие, это педофилия, это и непосредственно побои, истязания и так далее. Поэтому тема, которая появилась 5 лет назад, вот она сегодня, она идет в пик. Потому что те даже государства, которые не отсутствуют в государствах закона, они принимаются. Женщины встают на защиту друг друга. А по поводу, если взять Рианы Таркову, ну, это, наверное, больше к вам. Да, ко мне вот, например, обращаются очень часто по поводу бракоразводных процессов. И когда начинаешь общаться с клиентом, например, мужчина, да, ну, хоть хочется выяснить, почему, кто инициатор развода и почему, они не могут определить. Вот она говорит, что она устала. Устала вообще от семейной жизни. Вроде в доме все хорошо, никто друг на друга не поднимает руку. Но вот усталость какая-то. А потом разбираешься, и, оказывается, есть, в принципе, в психологии такой термин, как затроганность, да, вот насколько я знаю. Вот действительно, женщина у нас очень часто бывает затрогана. Она затрогана как физически, так и морально. Дети, к кому обращаются? Мама, принеси, мама, подай, мама, как, мама, что? А у папы мы что спрашиваем? Папа, а где мама? Да, единственный вопрос, как в том анекдоте. Когда приходит муж с работы, ему тоже хочется тепла и ласки, то есть женщина полностью свое физическое тело посвящает семье. И, насколько я знаю, психологи говорят, что надо делать такие какие-то вот отдыхи. Почему женщины часто бегают, ходят к косметологам, ходят на массажи различные, элементарно какие-то косметические процедуры. Да потому что она хочет, чтобы к ней прикасались не с каким-то одолжением, что ты должна сделать, а просто с каким-то благоговением, просто вот позаботиться по-другому о ее физическом состоянии. И вот эта вот затроганность, я понимаю, что многие с этим сталкиваются. Они не могут даже сами женщины объяснить, что им некомфортно в семье. Лилия Ханум,
Как вас зацепил этот женский хор, скажем так? Это глобальная разногеографическая вселенская женская усталость. Ну, это неудивительно. У нас вообще, в принципе, общество усталых людей сегодня. И это, мне кажется, касается не только женщин, но и мужчин. Но что касаемо этого хора, ну, во-первых, я согласна, да, что это как бы последствия нашего ковида и того, что люди сидели в заперти, и вдруг вскрылось, что мы не можем быть вместе. У нас нет общих интересов, у нас не о чем поговорить, мы воспринимаем друг друга как какой-то обслуживающий персонал. Один принеси деньги, вторая, да, накрой на стол. Вот. А когда никто деньги не носит, и как бы вторая сторона говорит, ну давай вместе, почему я-то? И тут вдруг начинаются какие-то конфликты, столкновения, потому что, опять же, конфликты мы решать не умеем, разговаривать мы не умеем. И что касаемо вот последнего про затроганность и про то, что мама в центре. Да, мама в центре уже сколько десятилетий подряд. Так уж повелось. Сейчас время, я думаю, что будет меняться. Но общество инфантильных людей приводит к тому, что тот, кто готов брать на себя ответственность в семье, тот ее и берет, тот и оказывается более затроганным. А так как послевоенные годы именно женщина впряглась, извините, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, вот, и она по инерции тянет это и сейчас. И у нас в итоге получается, где мои носочки, где мои трусишки, и женщина говорит, да сколько же можно-то? Ну, блин, ну ты же взрослый. И одно дело, когда это только начало семейной жизни и нет детей. А когда у тебя есть дети, когда ты понимаешь, что ты целый день ходишь 24/7, в нашей культуре сегодня нет такого «возьми няню», у нас нет вот этих межпоколенческих семей, как были раньше, когда бабушки смотрели за маленькими, а младшие члены семьи смотрели за бытом, там, за домом, да, и женщина могла разгрузиться и там, ходить на работу или заниматься какими-то другими делами. Она всецело с этим ребенком. Ночью высыпается она или нет, это никого не волнует. А мы прекрасно знаем с точки зрения нашей физиологии, биологии, каждая ночь недосыпа, она как снежный ком накатывается и приводит вплоть к тяжелейшим психиатрическим расстройствам. Да, я уже не говорю про психологические. Поэтому то, что у нас женщины в уязвленном состоянии, в первую очередь вот по этой причине, да, это есть. И плюс мальчики, которые воспитанные мамам раньше как? Вот это вот учить его, складывать вещи на место, так, как маме надо, потому что соседка придет, увидит, что в шкафчике непорядок, это ж позор на весь двор. Вот. Поэтому я лучше сложу сама, а этот мальчик оказывается бытовым инвалидом, который не может ни носки на место положить, ни потом найти их где-то еще. Да? И опять же это сделали кто? Это сделали мамы. А теперь современное общество, которое требует другого подхода и к женщине, и к мужчине. Да? И женщина вроде хочет это с себя стряхнуть, а ей не дают. И поэтому у нас получаются вот такие голоса женщин, которые со всех сторон кричат, как поет та же Манижа, да, что за мальчиком там подтереть и так далее. И это как бы это проблема, на которую должны обратить внимание как женщины, которые сегодня воспитывают сыновей. Наша проблема в том, что мы должны этих мальчиков отдать на воспитание папам. Научитесь доверять. Вот эти ролевые модели, да, мы их воспринимаем как норма, но, судя по всему, вот эти вот этот ценностный развод и перекресток ценностный, где мы расходимся в воспитании, это уже сигнал про вот развал таких семейных институтов, да, или правил внутри этих семейных институций. И, может быть, поэтому число разводов так велико у нас в последнее время, да, потому что, ну, что мы наблюдаем? Наши женщины, они представлены, и девушки представлены от бровей ноготочков до IT, до управления предприятиями, бизнес-комьюнити у нас сегодня олицетворяет женское, да, вот половина, скажем так, и это бизнес-комьюнити с женским лицом. Где вот это вот, о чем вообще говорит эта тенденция? Ну, эта тенденция говорит о том, что у нас вообще система ценностей сейчас будет очень сильно трансформироваться. И вот эта направленность про то, что кто-то лучше, кто-то хуже, она, честно, очень не нравится, потому что она заводит наше общество в очередную какую-то яму, из которой придется выбираться. Мы и так всю жизнь, сколько существует мужчины и женщины, постоянно сражаемся за первенство. Да? При этом здесь всегда проигрывать будут оба, потому что как только два абсолютно разных пола пытаются как-то сравняться, да, сказать, кто там лучше, да, ну, вы все равно проиграете в той или иной сфере. Дело в том, что когда мы говорим про семью сегодня, смотрите, в обществе идут такие достаточно глобальные трансформации. Не заметить их достаточно сложно. И семья, как одна из
да, она тоже будет меняться. И мне нравится, если мы посмотрим далеко-далеко вперед, к чему мы придем, то есть нам кажется, что семья как институт разрушается, но человек – существо крайности. Нам всегда надо сначала разрушить, чтобы потом создать что-то новое. Это неизбежно, нравится нам это или нет, это будет происходить. Мы видим, что женщины уже не хотят выходить замуж, оттягивают, позже рожают детей. И вот у вас, да, была передача про это исследование. И это исследование соответствует не только крымскому татарскому народу, да, это в целом есть ряд исследований по России, как бы, да. Вот. Но дело в том, что разрушается то, что себя изжило. То, о чем я говорила, послушная женщина уходит, женщины облекают абсолютно все, что они делают теперь в смыслы. Смысл быть жертвой и быть послушной у нее больше нет, а вот смысл развиваться и выстраивать другие отношения, которые и требуют вот это развитие и образования, они есть. И для того, чтобы мы шли дальше по пути вот этого развития, нам нужно выстроить отношения не из позиции «женщина – это предмет быта, постирай, убери, приготовь», там, да, и так далее, а женщина – это человек, это личность. Мы ругаем наш современный мир за индивидуализацию, но в ней ведь есть и много прелестного, да, то есть мы перестаем считать человека какой-то спицей, которую можно поменять, там, выбросить, да, мы приходим к ценности человека, к ценности личности. И вот семья в своей трансформации сейчас будет выстраиваться, когда мы все уже наиграемся в новые игры, что мы автономные, что нам никто не нужен, постоянно лозунги звучат: мужчины нам не нужны, мы без вас рожаем, женщины нам не нужны, вы там все нехорошие. Вот когда мы в эти игры наконец-то наиграемся и поймем, что человеку нужен человек, вернемся обратно вот к этим человеческим отношениям, быть рядом, быть для того, чтобы коммуницировать, а не для того, чтобы выполнять какую-то, вот эту вот бытовую работу. И когда мы получим вот это образование, вот этот новый навык правильной коммуникации и человеческой ценности, тогда сформируется абсолютно новая семья, которая нам пока что не очень знакома. Я вижу, что сегодня уже многие стараются ее выстраивать, да, но это все пока что очень тяжело. И это будет, конечно, тяжело, и молодцы те, у кого это хоть как-то получается. Но в перспективе это будет совершенно другой уровень, да, зрелости, взрослости, ответственности, и, мне кажется, и развития в целом этого общества, потому что общество уже будут строить зрелые люди, взрослые. Не вот эти подростки, которые сегодня там бегают, да, по залам, по клубам, там, бьюти-мастера и прочее. Ничего не имею против бьюти-мастеров, но это тоже некая доля такая инфантильности, потому что она не требует какой-то большой образованности, это скорее вот дань современному быстрому успеху, да. А есть мастера гораздо более глубже, которые тоже нацелены там на образование и так далее, которые выстраивают еще, опять же, да, человеческие отношения. Внутреннюю красоту, да, и они тоже очень сильно нацелены, кстати, на отношения. Не просто на «я там тебе сделала красивое лицо», да, а еще и транслируют вот этот смысл взаимоотношений, смысл красоты, они очень символичны. Вот. Ну, в общем, возвращаясь к семье, да, то есть мы еще побудем вот в этой разрухе, но этот хаос однажды закончится, и, как по мне, это приведет к гораздо более позитивным результатам, чем мы иногда себе представляем. У вас такое же ощущение? Вы ждете позитивных результатов? Ну, вот по поводу женского лица. Вы знаете, есть такая даже статистика, в ЦИОМ проводила, что, оказывается, симпатичная, привлекательная женщина, на 30% она деловитее. С ней приятнее общаться, с ней приятнее заключать контракты, вести переговоры. В качестве предпринимателя, мужчинам-предпринимателям и женщинам-предпринимателям тоже приятнее общаться с женщиной, которая миловидное лицо, с хорошей фигурой. Но, к сожалению, это так, да, до 30% повышается успешность такой женщины. Поэтому женское лицо, да. Мужчины бывают руководители, которые в целом там могут направить своих замов на повышение квалификации из числа женщин. Это не для того, чтобы повысить квалификацию, но и плюс показать, что вот у нас есть такое предприятие, организация ООО с такими красивыми вот кадрами. А по поводу разводов, опять-таки, вот в ЦИОМ я недавно читала статистику. Она, интересно, так разнится за 5 лет достаточно сильно. Ну, мы аккуратно, да, используем эту статистику. Конечно, но я еще и как бы руководствуюсь своим собственным опытом. Да? Все-таки 20 лет стажа. Конечно, да. Много что дает. Вот ЦИОМ говорит о том, что у нас на сегодняшний день первое место по бракоразводным процессам занимает проблема финансовая.
Но проблемы финансовые не то, что отсутствуют финансы, да, проблемы кредитов, ипотеки и так далее, маленький бюджет семьи, а проблема еще в том, что государство, это не только в России, но и в Европу, если взять, государство создает настолько комфортные условия жизни благодаря своим льготным каким-то там предпринимательским программам, социальным выплатам, что семейные пары принимают решение расторгнуть брак, потому что есть финансовая безопасность, можно получить какие-то плюшки. И, в принципе, вот с этой стороны финансовые... Это фиктивные разводы? Это большой процент. Слушайте, в Бельгии 70% разводов из-за того, что там очень большие социальные льготы для одиноких граждан. Второй случай, я с этим согласна 100%, это супружеские измены. Это не одноразовая какая-то измена, допустим, долговечные любовные связи на стороне, либо же это постоянные какие-то мимолетные измены. Либо же это измена, которая могла повлечь потом заражение каким-то венерическим заболеванием супругу. Вот это вот все, вот один случай, который может перекрыть всю 20-летнюю семейную идиллию. И непосредственно уже на третье место у нас замыкает это злоупотребление алкоголем, наркотиками, запрещенными веществами и так далее. Большой процент развода, он идет в районе 40 лет. А это как раз-таки тот возраст, когда, опять же, люди начинают, это кризис середины жизни, можно сказать, да, и люди начинают задаваться вопросом о смыслах, опять же, и смысл жизни, и смысл брака, и смысл мужчины, которого я выбрала, смысл женщины, которую я выбрала, смысл детей. То есть человек подвергает сомнению абсолютно все сферы своей жизни. И вот из-за того, что мальчики у нас воспитаны в такой более, да, размытой позиции, а девочки там на что-то ориентированы, на то же образование, и наступает период, когда идет очень большой разрыв именно в развитии, когда женщина устремляется вперед, она уже хочет отдавать этому миру, она уже достаточно накопила за все это время, да, а мужчина как раз-таки находится в полной растерянности, потому что он и себя не собрал, и не понимает, что миру отдал, а это такая глобальная потребность в этом возрасте. И не все пары выдерживают, не все пары понимают, что с ними происходит в это время. Да? Почему мы не слышим мужского хора голосов? Да? Почему мужчины не кричат? Ведь на них тоже не маленькая ответственность, да? На них тоже общество возлагает, как минимум, или рисует определенную модель поведения. И не все мужчины справляются, и многим мужчинам достаточно тяжело, но мы не слышим голосов мужчин. Потому что мальчики не плачут. А кто им разрешает? Для того, чтобы мужчины зазвучали, женщина должна сказать: окей, я принимаю твою слабость. А у нас, помимо того, что мы не учим ответственности, делаем все сами, не доверяем им абсолютно, при этом мы еще такие: нет, ты должен. И вот этот растет маленький этот мальчик, который упал, ему больно, которого где-то обидели, ему больно, душа болит. Он приходит, он к кому приходит? Он приходит к родителям, которые должны гарантировать ему безопасную среду. Безопасная среда в том числе подразумевает и принятие твоих эмоций. А тебе нельзя. Плакать нельзя. Жаловаться нельзя. Проблему решать ты должен сам. Да, при том, что мама все равно проблему это решит, но она вот это вот озвучит, да, она тебя в самую какую-то... То есть, понимаете, у нас те глобальные вопросы, которые нужно научить решать детей, их делаем мы, а вот как защитить этого ребенка там в песочнице, это делай сам. Или в школе какая-то проблема, это делай сам. А где опорный взрослый? Нет этого опорного взрослого. И эти мальчики оказываются очень напуганы внешним миром. У меня масса истории, когда мужчина боится элементарно просто что-то в ответ сказать человеку, который в его глазах кажется более авторитетным, потому что авторитетная фигура мама была подавляющая. Вот. И когда перед ним вот какая-то такая фигура, начальник, кто-то еще, вот эта же мама и бежит: поднимите моему сыночке корзиночки, да, зарплату, потому что он не может. Вот. Плюс у нас, помимо того, что вот этот страх внутри них, который они прячут либо за агрессией, и мы видим домашнее насилие, агрессивных мужчин в обществе, тех, кто едет по дороге, всех подрезает. У нас очень много агрессии на дорогах. Вот. Либо мы видим такую, знаете, половую тряпочку, которую женщина с комнаты в комнату переносит вот за собой, ей так удобно. И это катастрофа. Это на самом деле катастрофа, потому что мы вообще не понимаем, к чему придет такое будущее и что будет с нашими детьми, в каком социуме они рискуют жить. Поэтому сейчас просто призыв ко всем женщинам: остановитесь.
остановиться. Да, остановиться и дать мужчинам возможности для начала говорить. Нет ничего страшного и ужасного в мужской слабости. Нет абсолютно ничего извращенного и ужасного в мужских слезах. Вот как женщина плачет, какие эмоции она испытывает, то же самое испытывает и мужчина. У нас даже книги «Женщины с Венеры», «Мужчины с Марса», да мы с одной Земли. Ребят, мы с одной Земли, у нас одинаковые эмоции, у нас одинаковые потребности. Как мужчина боится отвержения, отказа, пренебрежения со стороны женщины, да, каких-то упреков, непринятия, так и женщина боится того же самого. Но почему-то я должна требовать сейчас в современном нашем мире: принимайте мои эмоции, женщины выходят, поют, говорят, но только какой-нибудь мужчина заикнется, так его же лопатами просто забьют, потому что нельзя тебе до сих пор. Можно, и тем можно, и этим можно, и не просто можно, а нужно. Недавно прочитала интересно такое эссе «Мужество быть». Пауль Тельх, если не ошибаюсь. И вот если экстраполировать те понятия, которые там поднимаются на мужское и женское, очень интересная такая ситуация возникает. Вот здесь, может, психологи меня немножечко поправят. Там указывается, что мужество быть перед страхом и перед страхом, который мы не можем объективизировать, да? То есть нет объекта страха. Вот для мужчин больше все-таки справляться удобнее со страхом. Это страх судьбы, страх смерти, страх вины, отчуждений, непонимания, духовных исканий. Они не могут понять, что такое тревога, тревожиться, потому что они не видят конкретно вот этого врага, объекта, перед чем ему надо бояться. И поэтому, почему? Потому что мы живем в комфорте, все страхи у нас стали почти рудиментами такими, да, и тревожиться это уже не их, они не могут психологически перенастроиться о том, что тревожиться о семейном быте, тревожиться о карьере. И здесь у них кризис возникает. Вот они не могут справляться с этой тревогой. Если женщина более она чувствует эти все моменты эмоциональные, то мужчина, они как-то упускают эти моменты. И поэтому сейчас говорить о том, что мужчины какие-то стали не такие, может, они просто не понимают, где вот этот страх и тревога, С разница. нашими мужчинами все в порядке. Я же говорю, просто есть обстоятельства, которые не позволяют им иногда быть самими собой. То есть вот это, я это условно называю традицией, это далеко не традиция наша, да, способ поведения, да, то есть или модель поведения, она, в общем, несколько, скажем так, ограничивает варианты возможной реакции, скажем так, на те или иные какие-то события, действия и так далее, на проживаемую жизнь, в конце концов. Я вспоминаю, я, к сожалению, не помню имени, но одного казахского миллионера, да, у которого там свой блог, свои передачи в Ютубе, в соцсетях он ведет, и он делится этим опытом, он делится какими-то своими факапами, он делится смыслами, и он, в общем-то, вот такая символическая фигура для вот этого интернет-сообщества, интересного сообщества Казахстана, который привлекает и не только Казахстан. Я знаю наших молодых людей, которые ездили к нему на консультации, консультация, мастер-класс, я не знаю, какой-то комьюнити, да. То есть наши ребята молодые, они достаточно известны в соцсетях, сегодня вот едут за какой-то коммуникацией вот этой профессиональной и, может быть, моральной поддержкой, да, поиска смысла, в конце концов, они едут в Казахстан. Не кажется нам странным, что у нас нет... Я не умаляю абсолютно бизнес-способностей и успехов наших крымстарских мужчин, но при этом тут же не просто засветиться прибылью, что называется, да, а засветиться как образ, засветиться как смысл, набор каких-то, да, качеств. Я про это. Мужчинам это не свойственно. Не свойственно? Они делают это спокойно, тихо, втиху. Как говорят, деньги любят тишину. Вот они четко следуют этому правилу. Все правильно, я считаю. Эта ситуация надолго или она всегда будет. А вы знаете, вот просто мужская логика введения в том же бизнесе, да, она очень такая вот, мне нравится, она очень прямолинейная. Она просто вот как линейка напрямую, знаете. Вот если мы начинаем так, вот здесь нельзя, это все, я не знаю, как и что. Он говорит, слушай, вот так и так сделал. Вот просто в 3 шага он целую шахматную партию может выиграть. А ты сидишь и думаешь, а почему я этого раньше не видела? Почему я не могла, имея столько информации, я не увидела элементарную ситуацию под другим углом? Потому что все-таки женская логика отличается от мужской логики.
и очень сильно. Дело в том, что я вообще давно наблюдаю за Казахстаном. И осознанно сейчас скажу в укор нашим крымско-татарским мужчинам, казахстанские мужчины, они, наверное, развили себя быстрее вот именно в этих социальных вопросах, потому что они очень много выносят на общественное обсуждение и насилие в семье, и роль отца, и роль семьи вообще в жизни. Очень много мужчин-психологов среди казахстанцев, которые не вот это вот бла-бла-бла шоу там в социальных сетях, которые мы постоянно видим по психологии, а реально вот такая нормальная, качественная психология, адекватная науке. И когда ты их слушаешь, ты понимаешь, что вот он, да, глоток воздуха, вот он путь в будущее. И в том числе казахстанцы очень щедрые и в плане того, чтобы делиться вопросами бизнеса. Нам до них расти. Но когда я говорю о том, что у нас, кстати, вот нет мужского сообщества, у кого можно учиться, я бы как-то шла уже обмениваться опытом более активно. Тем более народ близкий по смыслам и в религиозном, и, ну, то есть и в духовном, и в культурном там, да, каком-то аспекте. Это во-первых. А во-вторых, я понимаю, почему татарские мужчины все еще в каком-то таком, да, вакууме стараются находиться, потому что, опять же, травма, которая заставила закрыться, обособиться, страшно как впустить, так и двери, в принципе, открыть и выйти. И это тоже нужно прожить, и уже нужно проанализировать, что этот вакуум, который когда-то был создан, он сегодня нас разрушает изнутри. Любой вакуум рано или поздно, да, надо открывать, надо давать глоток воздуха. Сегодня пришло то время, когда этот глоток воздуха должен быть дан. А вот, кстати, к вопросу о том, как это было раньше. Мне посчастливилось пообщаться однажды с одним крымтатарским хардбаба. Ну, вот это, знаете, есть такие старики, которые... Житейская, простая человеческая мудрость. Мудрость прожитой жизни, вот этого опыта, который говорится на простых словах, приводится с простыми примерами. И вот этот хардбаба мне рассказывал про ритуал, скажем так, который был в его детстве. Он это наблюдал как маленький мальчик. К сожалению, хардбаба уже рамет леонду. Вот. Ритуал отращивания бороды у мужчин. Да, то есть когда это происходило. А происходило это с жертвоприношением, происходило это в неком таком мужском сообществе с разговорами на эту тему. Да. И вот исходя из того, что рассказывал хардбаба, я понимаю, что это был такой очень похоже на ритуал инициации. Да, то есть когда взрослые мужчины подростка включают в свое сообщество и так далее. Но у Меджида Хардбаба была очень одна интересная фраза. Он говорил, что борода – это ответственность. Он сказал вот такую фразу, что борода – это твоя обязанность думать не только за свою семью и за себя лично отвечать, но и за джимат вообще. Лиль-ханум, у вас была фраза «отдать мальчиков на воспитание мужчинам». Я вам ее припомню сейчас, да. Мы готовы отдавать мальчишек на воспитание мужчинам? И есть ли у нас такие мужчины, вот как, допустим, эти мужчины из детства Меджида Хардбаба, которые берут на себя эту ответственность и формируют это мужское сообщество? Очень понравилась вот эта ваша история. Я вообще всегда в таком восторге, когда я слышу, да, что есть некий обряд, некая традиция, да, как ритуал, когда мы посвящаем мальчика в мужчины, девочку в женщины, потому что это явление не одного дня. Это воспитание с колыбели, когда мальчику... Представляете, вот он живет в предвкушении, что когда-то он будет мужчиной. Он нацелен на это его смысл, это его цель. И он растит себя, да, помимо того, что его взрослые взращивают, он и себя внутренне настраивает, мотивирует, чтобы быть таким вот, как они. И он вбирает в себя именно то, важное, что касается вот этой инициации, да, скажем так. И это прекрасно, когда такие ритуалы есть, я бы их возвращала. Если про мужское общество, к сожалению, нет. Я не знаю, я не видела. Я вижу только момент, что мы к этому идем, мы об этом говорим. И здесь вот что важно. Можем ли мы давать мужчинам мальчиков на воспитание? Я бы, конечно, так громко сказала «да», но я также знаю и печальные истории, когда женщины доверяют мужьям и потом теряют детей. Потому что мы настолько иногда не в реальности, не в связи с реальностью, что мы даже собственного мужчину до конца оценить не можем, насколько он
адекватен. Потому что есть женщины, которых прям вот настолько приучили быть удобной, послушной, молчаливой, терпеливой, да, что вот этой женщине дай эту информацию, она ее понесет и доведет это до, к сожалению, абсурда. Катастрофы даже, да, не абсурда. Но если мы будем говорить про все-таки адекватное, а их больше, да, то женщины должны отдавать мальчиков на воспитание папам, полностью доверять им, стараться, да, уже с 7 лет обязательно. То есть если до 5, до 6 это чисто маменькин сыночек, там воспитывать, на руках носить, все что угодно делать, там, да, потихонечку, конечно, его воспитывая, то есть я не прям про хаос для ребенка, то с 7 лет это обязательно папа, это выход в социум, это мужская среда, это виды мужской профессии, чтобы мальчики стремились именно вот в этом подражать папам, а не в том, как курить, употреблять алкоголь и все остальное, что сейчас подростки считают взрослостью. И мужская среда, она будет формироваться именно тогда, когда женщины, которые сегодня открыли рот и начали, к счастью, говорить, но, к несчастью, многие говорят не то, что нужно. Опять включается вот эта борьба «я лучше, ты ничтожество», да? Женщины за счет своего успеха пытаются этих мужчин куда-то утопить, не понимая, в какую яму они опять засовывают и общество собственных детей, и самих себя. Но когда женщина будет с уважением, потому что мужчина достоин такого же уважения, как и все мы. И вот когда она перестанет его топить, а начнет с уважением, но жестко отдавать, да, часть его ответственности и показывать ту сферу, в которой он должен быть обязательно, потихоньку мужчины начнут формировать вот эту среду сами, потому что они увидят в этом смысл. Один попробует, второй попробует, третий. Вы знаете, сейчас очень много видеороликов, в которых папы включились в детей. Они гуляют с колясками, они таскают этих детей, они там учатся эти стрелы, там делают в парке, да, из веточек, строят там из камней что-то. Вы бы видели, вот что на самом деле в результате получает тот же мужчина в результате вот этой эмоциональной связки. Когда ты один раз попробуешь, ты не сможешь от этого отказаться. Ну вот просто попробуйте. Есть у нас такие мужские сообщества, которые готовы брать на себя такую вот функцию и ответственность в том числе? Полагаю, согласно теории конспирологии, оно должно быть. Мое одно из увлечений – это этнография. И интересно бывает, когда один обычай в точности напоминает обычаи совершенно у других каких-то народов, особенно наши крымско-татарские. Так вот, касаемо бороды, сбривания, ну давайте вспомним, да, вообще это очень такой древний обычай сбрить что-то, какую-то растительность на голове, то ли это волосы, да, библейские, допустим, тот же обычай, как у Самсона лишился который силы. Либо же это сбривание бороды, когда... наоборот, я про отращивание, что отпустить почему? бороду. Да, сначала сбрить, потом отрастить. Потому что сбривание бороды, сбривание волос на голове, это значит начало нового. Вот то, что отрастает, это уже начало нового, которое отсчитывает вот это вот количество выращенного, опять-таки, на голове. Ну, опять вспомним, когда мужчины едут в хадж, их же там бреют. Когда, помните, старые крымско-татарские обычаи, кна-гиджисы и тараш-гиджисы, когда мужчину сбривали тоже бороду. Таким образом, инициация уже во взрослую семейную жизнь. Я тоже люблю интересоваться Казахстаном. Недавно я вот прослушала курс лекций по поводу орнамента этнографического. Была, конечно, удивлена, потрясена некоторыми моментами. И, знаете, у них очень сильно сохранились именно вот традиции, связанные с орнаментом. И мастер, она рассказывала, что есть у казахов такой, допустим, обычай хочхар-мюзі вышивать. Это рога барана. Его вышивают на войлоке, либо на каком-то шерстяном изделии. Оно должно быть где-то вот или на ковре, или же в районе ног, то есть приземленное. И вышивается исключительно для мужчины, женщины, старше его, либо матерью, битаешкой, либо же это все-таки жена. Для чего? Для того, чтобы это был сигнал, что он мужчина в этой семье, он несет ответственность за эту семью. И вот эта мастер говорит, не вышивайте таких хочхар-мюзі для детей, сыновей, которые не женаты, которые даже женаты, но еще не вступили вот в это ответственный какой-то вот возраст, более уже, да, когда обтесались, да. Говорит, вы можете там вышивать ему, там другие есть орнаменты, но не надо вышивать, иначе этот бараний рог его просто скрутит не вовремя. У нас традиции, к сожалению, вот я смотрю сколько, но
ну, Не, мы утеряли этот 90% язык утрачено, орнамента, к сожалению. язык. Это из-за того, что произошло в 1944 году, плюс еще, не побоюсь сказать, это религиозный ренессанс, потому что, допустим, в том же Казахстане, Кыргызстане все-таки как-то схематически или же непосредственно вышивают как людей, человека, животных, части животных. У нас это запрещено. Если раньше у нас были и сейчас есть, экспонируют данные предметы вышивки в Бахчисарайском историко-культурном музее, там есть еще старые вышивки, на которых присутствует золотой петушок. Вот лайфхак. У нас сейчас очень много женщин, мам, которые не знают, как женить 30-летнего мальчика. Так Актуальный рилс есть очень, на эту тему, да. Зачем для этого что делали? Просто вышивали вот этот золотого петушка. Поэтому хотите женить засидевшегося мальчика, обзаведите золотым петушком. Очень интересно. Общались в одной мужской среде и говорили с коллегами и говорили о тех, скажем так, результатах исследования, которые мы получили, а там очень четко видна женская линия, то есть очень многие респонденты подчеркивали, что сегодня в крымско-татарском обществе ощутимо и явно проявляется женщина, да? И вот некоторые мужчины у нас отреагировали очень так бурно и с таким моим большим несогласием, да, что почему же у нас же есть мужчины, которые активны там в бизнесе, которые делают то, сё, 3, 5, 10. Вот, и у меня является такое размахивание патриархальным флагом. Да. Мне кажется, это не лучшая история. Почему? Потому что не то чтобы не лучшая история, да, это история про то, что вот как раз-таки исключает ту самую ответственность, ту самую эмоциональную включенность и так далее. Это такая, знаете, апелляция к некой абстрактной крымско-татарской традиции, где мужчина главный. Да? То есть мы таким размахиванием не решаем проблему, да? Не пытаемся разбирать, разобраться в том, что проживает мужчина и почему, да? Его роль не так видна в крымско-татарском обществе, а наоборот, скажем так, усугубляем вот это вот недопонимание между мужчиной и женщиной, недопонимание в том, что какая семья сегодня по факту у нас есть, да, и какую мы себе рисуем в каких-то своих мыслях. Как вам кажется, вот в чем причина вот этих вот размахиваний флагом и так далее и тому подобное? Причина: не знаем, что такое вообще патриархат, и в целом мы одно натягиваем на другое, воспринимаем по-другому. Если мы возьмем классический патриархат, да, патрос, муж, отец, в классическом патриархате, который был развит еще в 19-20 веке достаточно, да, и мы открываем историю, что мы видим, что женщина, вся женская часть в семье – это объект отца этой семьи. Если вы хотите патриархат, вспомните, давайте фильм, да, Найта Шьямалана «Таинственный лес». Там по поводу протестантская такая деревушка, которая живет на окраине леса, и там какие-то животные, какие-то монстры ходят, которые не имеют имен, и не дают вот этой деревушке рассредоточиться по всему миру. Я не буду говорить спойлер, там очень интересно в конце, но это 2006 год, если не ошибаюсь, фильм. Очень интересно. То есть это к чему ведет? Если вы хотите закрытое патриархальное общество, у вас должен быть внешний враг, который будет говорить, что если вы выйдете за границы, то вас постигнет смерть или что-то еще хуже. Патриархат, то, что мы вот слышим в последнее время, почему-то думают, это... Во главе угла должен стоять муж, которому он должна не подчиняться, а прислушиваться женщину. Но, извините, на сегодняшний день есть такое понятие, как эгалитаризм. Да? Это равноправие полов. В социологии брачных отношений эгалитаризм – это равенство мужчины и женщины. Каждый выполняет свою функцию в семье. Здесь нельзя говорить о том, что кто-то ущемляется по какому-то половому признаку. Если вы хотите патриархат, это, извините, но это будет насильственное отношение внутри семьи на сегодняшний день. И, скорее всего, тот патриархат, который подразумевается, это имеется в виду все-таки эгалитаризм, а не патриархат классический, который идет на самом деле. Я не думаю, что мужчины на сегодняшний день в большой массе согласятся на патриархат. Давайте вспомним, буквально вот пару лет назад признали экстремистской организацией «Мужское государство». Вот там классический патриархат был, потому что там призывали мужчин именно славян к тому, чтобы они брали в жены исключительно славянок. Мужское государство преследовало браки межнациональные, да, то есть избивали девочек, которые выходили замуж за неславян и так далее. То есть там было все жестко. Вот тут должна выйти замуж за
своего, ты должна придерживаться своих традиций и так далее. Но, извините, это уже признали сегодня экстремизм и запретили действия этой общины. Почему некоторые мужчины или группы мужчин реагируют вот на некую такую активную позицию женщин не диалогом, а вот поднятием вот этого самого патриархального флага? Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Да? Вот. А когда тебя воспитывали, допустим, была какая-нибудь подавляющая мама, женщина, да, авторитетная фигура, и стояла над тобой, и ты потом вырастаешь, и вдруг живешь в обществе, в котором женщины говорят, в которых женщины чего-то добиваются, которые становятся тебе конкурентами в профессиональной сфере, да, первое стремление — это быстренько подавить. Вот как меня учили справляться, да, с тем, что меня пугает. А плохое поведение ребенка мама пугала, она его подавляла. Сейчас плохое поведение женщины мужчину напугало, он ее подавляет. Это как бы такая первая дикая инстинктивная реакция, которая идет. Плюс вот это вот, понимаете, столкновение полов, оно существовало всегда. Всегда почему-то мужчины и женщины чувствовали друг от друга угрозу, и было некое соревнование. Когда оно там появилось, как оно появилось, это описывают еще ранние, очень ранние труды там, психоаналитиков, да, там, и фрейдовские последователи об этом много говорят. То есть это не сегодняшняя история. Эта история длится на протяжении всего существования человечества. Что мы делим? Из-за чего мы боремся? Для чего мы это делаем? Если у нас в семье будет две сильных личности, где каждый из супругов может в какой-то определенный период времени стать для второго опорой, неважно, кто это, мужчина или женщина. Да, это крепкая семья, которая выдержит и огонь, и воду, и медные трубы, и абсолютно все. А если у нас одного будут подавлять, то это же как, понимаете, вот как бунт на корабле. Чем больше диктатура распространяется, тем больше те, кто под гнетом, однажды соберутся и разорвут это все в клочья. И это то, что сегодня как бы происходит, когда нам пытаются навязывать вот этот патриархат, главенство в семье, и навязывать его именно диктаторскими методами. Потому что вот истинный патриархат, он реально, он ужасен. И он ужасен не только для женщины, он ужасен и для мальчиков этой семьи, потому что есть только фигура отца. И она властная, она жестокая, она подавляющая. Там папа тоже не разрешает мальчику плакать. Там ничего не разрешено. Там достаточно жестокие устои. Хотим ли мы этого? Зачем нам это нужно? Для чего? Люди просто не видят, возможно, другую модель взаимоотношений. У нас даже вот исламскую точку зрения взять, да, что мужчина глава семьи. И очень много людей тащится именно вот к этим патриархальным взглядам, что послушание женщины как раз-таки заключается в том, что шаг влево, шаг вправо, все, расстрел, да, ты без меня ничего не можешь. Но по сути наша религия, она-то призывает нас к диалогу. Никях — это договор. Она призывает нас к тому, чтобы мы договаривались. Она призывает к образованию и саморазвитию оба пола, а не только там мужчину. Она позволяет женщине работать, она позволяет женщине развиваться. Но наши мужчины настолько напуганы, что они внедряют в семью какие-то диктаторские вот эти вот свои методы. И, как по мне, это просто страх, потому что с этой женщиной потом надо что-то делать. А что ты с ней будешь делать? Ты должен будешь ей соответствовать. А это сложно, потому что где мои носочки? Лилия Ханым, я снова хочу припомнить вам одну фразу, уж простите, да, наговорила, да, наговорили вы фразу про принятие слабости мужчин. Да, не превратиться, как вообще об этом говорить в нашем обществе, и не превратится ли это в очередную форму ответственности для женщин? Ну вот про форму ответственности, да, четко подмечено. Что такое слабость мужчины? Это когда я действительно могу быть слабым, я могу ошибиться, я могу не знать, какое решение принять, да, я могу быть в растерянности, я могу страдать душевной болью, потому что мне кто-то ее причинил. Это обычная общечеловеческая слабость. Это не просто мужская слабость, это общечеловеческая. И когда я об этом говорю, я говорю о том, что мы должны признать, что мужчина — это не гора,
которая незыблемая, не сломленная, не разрушается, да, 24/7. А это такой же человек, который, да, он вроде бы более сильный, да, он как бы опорный для женщины в хороших, здоровых отношениях, но он также может быть слабым. Теперь по поводу того, чтобы не стало это мешком с кирпичами на наших плечах, это то, что было многие годы вот, послевоенные, да, депортационные и так далее, когда была необходимость, то когда мы признаем. То есть, понимаете, признать и принять мужскую слабость не значит идти и за него все делать. Мы так детей воспитываем. Да, мы говорим, возьми там, убери за собой. Этот ребенок не хочет, и мы идем с этой тряпкой и убираем за него. Вот так делать не надо. Да, то есть если мужчина в данный момент слабый, если он там ранен, мы можем рану перевязать, побыть рядом, а потом сказать, ну как бы, вот твоя дорога, да, вот твой путь. Это не про то, что теперь хорошо, все, родной, сиди на диванчике, я все за тебя, я эти мешки с кирпичами взвалила и пошла зарабатывать, воспитывать детей, строить отношения в обществе, да, а ты будешь на диване, опять же, жалким немощным лежать. Поэтому здесь про здравую позицию. Слабость такая же у мужчин, как и у женщин есть. У женщин чуть больше еще тревожности, потому что мы мамы, да, мы как бы жены, мы более позволяем себе быть ранимыми, должны позволять себе быть ранимыми в этом направлении, да. Но и для мужчин давайте относиться к ним как к людям, не как к этой скале нерушимой, потому что тогда эти требования какие-то нереальные, и тогда как раз-таки и идет перекос, что я воспринимаю собственную мужественность, да, вот мужчина, как то, что сильное, громкое, агрессивное такое, потому что он же всегда в состоянии обороны. Лилия Ханум, как часто женщины, вот говоря вот этой идентичности, да, материнской, как часто они используют вот эту вот свою материнскую идентичность для того, чтобы легитимизировать свою активность, публичность? То есть как часто вот это материнство становится платформой? То есть я мать, я имею право, или там, как у нас говорят, я же мать. Я же мать дает право на все. Ну, потихоньку, мне кажется, это уходит все-таки, но я на самом деле вот в этом не вижу ничего плохого. То есть когда-то женщины только через это и добивались каких-то прав, каких-то защит, там, чтобы их слышали. Они только через это действительно могли говорить, и их слушали. Вот. Сегодня уже женщина может говорить через профессиональную, да, свою идентичность. Я врач, я психолог, я там учитель. И это прекрасно. И на самом деле, если работает, то почему бы и не говорить? И действительно есть темы, которые касаются будущего нашего общества, там, да, каких-то именно того, как и в чем будут жить наши дети. Поэтому, когда звучит голос матери, она говорит, я мать, я имею право, это прекрасно. Но когда это используется где ни попадя, и для достижения каких-то манипуляторских там, да, своих идей, того, что, в принципе, ну, вот, зациклено на ее эгоизме, да, то тогда это звучит чаще пока еще сегодня, и от этого, конечно, нужно уходить, потому что в современном обществе это выглядит невежественно. Еще приходит, знаете, такая мода именно на смыслы. Делать осмысленным все, что мы делаем. Вы знаете, говоря о смыслах, я вспоминаю о том же, опять, я сегодня очень часто апеллирую к нашим исследованиям, но они просто хорошая база для того, чтобы, да, доставать козырь из рукавов. И я вспоминаю о том, что, говоря о лидерстве, здесь уже независимо от того, мужчины или женщины, то есть все говорили, что лидерство сегодня приемлемое, то есть то лидерство, формат лидерства, которое люди готовы принимать, это то, которое, если лидер, авторитет, готов поделиться, у которого есть, точнее, визия и готов делиться какими-то смыслами. То есть в противном случае просто вот, скажем так, статус какой-то, да, какие-то прошлые заслуги сегодня уже не имеют какого-то значения. Если у тебя есть некая идея, у тебя есть, вот, ты можешь заполнить это пространство смыслами, тогда, да, тогда ты можешь претендовать на некую роль. Ленур Ханум, мы очень много сегодня говорили, да и вообще в наших передачах очень много говорим про смыслы. Мне кажется, наши зрители иногда им надоедает вот это вот слово смыслы, но мне кажется, это важная история про то, что вообще про что мы, да, зачем мы. И эти вопросы в последнее время, они звучат все чаще и чаще. Но параллельно с этим есть такие, знаете, модные упаковки про смыслы, что называется, да, когда вроде бы люди пытаются завести разговор на эту тему, но это всего лишь упаковка, а не реальная какая-то культурная трансформация. Как отличить? Есть ли у вас какой-то свой
свой рецепт, свои критерии, свои маркеры, да, в этой истории. Трансформация, она всегда тихая, незаметная. Она входит очень такой тихо поступью в нашу жизнь, что мы оборачиваемся и думаем, а когда же она появилась, в принципе, эта трансформация культурная? На культурную трансформацию влияют множество факторов. Религиозные, политические, те же соцсети, потому что это сегодня модно, а завтра мы это позабыли. Все, что проходящее, это не про культурную трансформацию. Сегодня это было, завтра нет. Если мы вернемся к тому, чем отличается мода от смысла, мода, она всегда, знаете, вот шоу. Вот возьмите социальные сети, ярко, много слов, красиво, золотистые упаковочки. Смыслы, они всегда про действие. Вот если вы видите какое-то шоу, много мишуры и много очень слов, от которых вот потом становится утомительно, да, как вы сказали, то это однозначно мода. А когда вы видите действия, они тихие, они иногда бывают скучными, да, но они потом, вот ты так смотришь и думаешь, ого, да, вот это про настоящие смыслы. Чохсаунус вам за этот разговор. Мне было очень приятно. Нам Взаимно, тоже. да.